Вы смотрите новости Татарстана, в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. В начале выпуска вкратце о главных событиях. Они отказали десяткам туристических групп и экстренно переселили животных. В общем-то, здесь глубина уже в метр. Почему музей под открытым небом оказался потоплен, выясняла Юлия Гоголева. В скотских условиях. Они практически корм в прошлом году не готовили. Почему коровы на ферме Высокогорского района остались без еды и в антисанитарии, расскажет Рамиль Галиуллин. Вопрос в цене. А почему нас сносят, дорогу здесь построить, почему мы должны страдать? Почему участки и строения на пути строительства дублера Горьковского шоссе в Казани оценили ниже кадастровой стоимости? Разбирался Салават Мухаммадулян. Обновлений полон двор. Места нет и приходится парковаться прямо на детской площадке. 1000 адресов в этом году обновятся по президентской программе «Наш двор». Кто в списке? Подробности у Натальи Мединой. Только что в подмосковной Балашихе завершился третий матч финала Восточной конференции КХЛ между Акбарсом и Авангардом. Сегодня победа осталась за казанскими хоккеистами. Они выиграли со счетом 2-1. Таким же стал счет в серии, только в пользу Авангарда. Уже вторую встречу подряд пропустил капитан Авангарда Алексей Емелин. Сегодня стали известны подробности его госпитализации в Казани. В субботу он играл на льду Татнефть-арены. На следующий день он был госпитализирован в одну из казанских клиник. Накануне его транспортировали в Москву, в НИИ имени Склифосовского. И, как сообщили сегодня в МВД Республики, в анализах Алексея Емелина были найдены следы наркотических средств. По результатам медицинской экспертизы у игрока были обнаружены следы наркотических веществ. В настоящее время в МВД по Республике Татарстан по данному факту проводится проверка. На реках республики начался резкий подъем воды за сутки. На Казанке плюс 93 сантиметра. Прибыль воды на остальных реках Татарстана от 10 до 58 сантиметров. Паводок добрался до 10 татарстанских сел. Напряженная ситуация в Буинском районе. Там под водой 2 моста. В Арском районе размыты некоторые дороги. Большая вода пришла и в Зеленодольский район. Так в селе Исаково под водой оказался этнографический музей и уникальная мечеть, которую построили без гвоздей. Юлия Гоголева сегодня побывала на месте и оценила масштаб половодья. Вот вчера здесь колодец был полный, но вот сегодня немного, оказывается, ушла. Большая вода в музей под открытым небом начала прибывать 3 дня назад. К счастью, успели переселить птиц, перевели на новое место лошадей, вынесли часть экспонатов. На полу что было, да, там уже вот кровати, там серванты разные, да, сундуки, мы, которые поднимали там наверх, которые не смогли поднять. Вот они пострадали. Причина ЧП не грунтовые, а талые воды. Снега этой зимой было столько, что все не уберешь, признается Минидамир Абый. В итоге потоплена деревянная мечеть, построенная без единого гвоздя. Единственная в Татарстане деревянная мельница, которую в годы войны построили татарские женщины. Такое здесь впервые за последние 12 лет. В былые годы в это время здесь уже было немало туристов. Сейчас же затишье. На качелях можно покататься, только надев резиновые сапоги, а к дому, в котором снимали фильм «Зулейха», и вовсе не подобраться. Ущерб есть, конечно, для музея. Потом мы вот отказались от этих туристических агентств. У нас же заявки были, все-таки там каникулы, детские, школьники были. Мы всем отказали. Во время нашей съемки в музей приехала очередная группа туристов. Летели из Ярославля вот специально. Прекрасные отзывы об этом этнографическом музее. Мы очень хотели попасть, вот, к сожалению, очень надеемся, что попадем. Здесь глубина уже в метр. По словам директора музея, с последствиями паводка он сражается самостоятельно. Но после приезда нашей съемочной группы спасатели все-таки побывали на месте ЧП. Сразу же об этой ситуации было доложено руководству района. И сейчас отправлен экипаж МЧС для того, чтобы помочь. И как нам позже сообщил директор музея, сотрудники МЧС не смогли помочь. Воду здесь попросту некуда откачивать. Рядом оживленная трасса М7, во время строительства участка которой не предусмотрели ливневку для талых вод. Это надо сохранить и передать для будущего поколения. Мы же не делаем здесь, чтобы зарабатывать денег. Мы делаем так, чтобы собирать музейные экспонаты и передать будущему поколению. Власти района сейчас решают вопрос о переносе музея на другую территорию, но решения пока нет. Это не размежованный еще
еще пока участок, да, вокруг находится как бы вода, поэтому возможность вот подтопления на новой территории тоже не исключается, но там не было еще пока геологических вот этих вот исследований, да, чтобы посмотреть, насколько надо укрепить берега и все остальное. Мы подбором земельного участка занимаемся. Большая вода, по прогнозам, будет здесь еще как минимум 2 недели, поэтому туристов здесь не ждут. Хозяин музея подсчитывает убытки. Юлия Гоголева, Вадим Илларионов, ТНВ, Зеленодольский район. 5 человек отравились угарным газом в частном доме в казанском поселке Вознесенское. В состоянии средней степени тяжести госпитализированы 5 человек, в том числе 2 детей. Их отправили в 7-ю горбольницу и в ДРКБ. Причина происшествия устанавливается. С начала года в Татарстане зарегистрированы 30 случаев отравления угарным газом. Погибли 8 человек, в том числе ребенок. Еще 62 человека пострадали. Массу нарушений выявила прокуратура республики после проверок газового хозяйства в домах. 117 фактов. Основная причина отравления угарным газом в быту – отсутствие притока воздуха и самовольное вмешательство в работу газового оборудования. Также прокуроры выявили нарушения в деятельности органов местного самоуправления, газоснабжающих организаций и управляющих компаний. К дисциплинарной ответственности привлечены 53 человека. В суд направлено 2 иска. Всего прокуроры внесли 94 представления. Прокуратура республики начала проверку после публикации жуткого видео из концлагеря для коров. Именно так окрестили ферму в Высокогорском районе пользователи соцсетей. Они пожаловались на, мягко говоря, удручающие условия содержания животных. 300 голов почти без еды, в полной антисанитарии. Молодые телята заболевают и умирают прямо в ангаре. Рамиль Галиуллин выехал на место и увидел все своими глазами. Не иначе, как шокирующими эти кадры не назовешь. Разлагающиеся останки животных лежат прямо на земле. Остальные коровы ютятся в полуразрушенном ангаре под весенней капелью. Это видео появилось в одной из социальных сетей. Как отмечает автор ролика, в таких условиях содержатся коровы в колхозе «Правда» села Юртыш. Мы отправились на эту ферму. Назвать ферму процветающий язык не поворачивается. Как видим, здесь полная разруха. Крыши обрушились. Навоз давно не вывозился, здесь его по щиколотку. Без слез не взглянешь и на самих животных. Они грязные и сильно истощены. С проверкой сюда приехали инспекторы Россельхознадзора и специалисты Минсельхоза. Результаты проверки будут известны позднее. Но уже понятно, на предприятии тотальная антисанитария и нарушение условий содержания животных. Телята не биркуются. Сенаж у него на сегодняшний день отсутствует. Мы не знаем, по каким-то причинам они практически корм в прошлом году не готовили. Скот истощенный. В основном это ниже средней и тушевой питанности. Изможденных и живущих в собственных экскрементах здесь около 300 голов, 80 из которых дойных. На месте мы застали хозяина, который от разговора не отказался, но отметил, видео, появившееся в сети, фейк. Это уже который день ищет этот мертвые телята. Здесь на территории нет такого. Это, наверное, какой-то фотомонтаж был, наверное. Мертвых телят мы действительно не увидели, но останки животных обнаружили. Увидели и больных телят. И наше видео не фотомонтаж. Директор при этом продолжал не видеть явное и признавать претензии Россельхознадзора. Это им не нормально, нам нормально. Мы не довели, у нас карма хватает до пастбищного периода. У нас вопросов нету. Зато они есть у прокуратуры. Прокуратура Высокогорского района начата проверка по информации, опубликованной в сети интернет о нарушении ООО «Правда» ветеринарных правил. По итогам проведенной проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Сейчас больные животные фактически без корма и на грани смерти. Россельхознадзор говорит, хозяину грозит штраф в 20 тысяч рублей. Но судя по масштабам нарушений, это может тянуть и на уголовное дело. Жестокое обращение с животными. Рамиль Галиуллин, Игорь Романов, ТНВ, Высокогорский район. На рынке цена одна, в кадастре другая, после оценки перед выкупом третья. С такой проблемой к нам обратились владельцы садовых участков «Волга», «Пролетарий», КВЗ и «Лагерная», что в пригороде Казани. Их дома попали под снос в ходе строительства дороги дублера Горьковского шоссе. По словам жителей, это порядка 300 строений. Некоторые уже получили результаты оценки их имущества. Только вот предложенная цена выкупа устроила не всех. Почему, разбирался Салават Мухаммадуллин.
А почему нас сносят, дорогу здесь построят, почему мы должны страдать? Здесь владельцы участков сразу из 4 садовых товариществ: «Волга», «Пролетарий», «КВЗ» и «Лагерная». Рядом идет строительство дороги дублера Горьковского шоссе. На пути встали дома, дачные строения и участки. Имущество уже оценили. Цена только не всех устроила. У нас 90 тысяч – это кадастровая цена, и налоги люди платят за 90 тысяч с этой стоимости. А получается, что нам оценили землю даже ниже кадастровой стоимости. Но нам обещали по рыночной цене. 4 сотки. Кадастровая стоимость 352 417, оценивают в 310 500. Дом именно 593 тысячи, а они оценили за 499. С такими ценами владельцы участков не согласны. Есть у них вопросы и по оценке квадратных метров капитальных построек. Разница, то есть промеж квадратный метр садового домика и жилого дома никакой нету. И задавал вопрос администрации, почему у вас такая стоимость за квадратный метр. Объяснить мне ничем не смогли. Обращайтесь, сразу говорят, в суд. Оценку проводила везде одна компания. Мы связались с ее руководителем, но она отказалась от комментариев. Сейчас это невозможно, потому что работы идут, и пока я комментарии никакие давать не буду. Само строительство дороги уже на такой стадии, что техника вплотную приблизилась к участкам СНТ. Гора грунта прямо у забора. Срок окончания строительства – 23 ноября этого года. В столичном исполкоме на наш запрос, почему владельцам участков предлагается выкупить их недвижимое имущество за сумму ниже кадастровой стоимости, ответили, что они только выбирают компанию-оценщика. Оценка земель и объектов недвижимости производится специализированной оценочной организацией. Затем материалы оценки мы передаем в Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан, который утверждает стоимость, и только после этого информация доводится до жителей. Вопросы были переадресованы в Минземимущество Республики. Здесь ответили следующее. Минземимущество Республики в данном случае является оператором при предоставлении денежных средств из бюджета республики в бюджет города Казани. При выделении денежных средств Минземимуществом проводится проверка документов в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Кабинета министров. Согласно регламенту, компания-оценщик оценивает стоимость недвижимости. Затем Минземимущество проверяет сведения, которые и получают жители. В случае, если их не устраивает цена, вопрос решается в суде. И такая практика уже была при строительстве Большого Казанского кольца. Салават Мухаммадуллин, Даниил Филатов, ТНВ, Казань. Бабушкам лавочки, автомобилистам парковку. С такими предложениями в этом году жители Казани обратились к экспертам и проектантам президентской программы «Наш двор». Масштабные преобразования в этом году затронут порядка 1000 дворов республики. Контролировать ход работ татарстанцы смогут сами. Все схемы перестройки размещены на сайте программы. Наш корреспондент Наталья Мезина встретилась с жителями Кировского и Московского районов и узнала, совпадают ли мечты казанцев с будущим проектом. И красоту бабушкам надо. Вот бабушки сидят вот здесь. Вот здесь они сидят. Самодельные лавочки из фанеры и бесконечный поток мусора. О своем дворе на улице Урицкого Мунира Саберзянова рассказывает без воодушевления. Говорит, ремонта не было лет 60. К этой мусорке относятся 8 домов. Плюс к тому магазины все вот здесь в округе. Затем насчет клумб. Клумбу мы делаем с мамой вдвоем. Сама покупаю краску, сама таскаю землю то оттуда, то отсюда. Стараемся, чтобы двор у нас был красивый. Кому цветы посадить, а кому машину поставить. В 2 домах порядка 150 жителей и ни одного парковочного места. Места нет, и приходится парковаться прямо на детской площадке. Тут у нас и дети играют, да, ну как бы и зеленая зона, деревья растут, да, но получается выхода нет, места нет. Выход находит президентская программа «Наш двор». Проблемы жителей услышали. И накануне архитекторы вместе с экспертами представили проектное решение. Работы во дворе на улице Урицкого закипят уже в этом месяце. Важно объяснить строителям, что главный во дворе – это, конечно, жители. Ремонт, он должен быть комфортным. Нам здесь нужна совместная коммуникация. В этом году в Татарстане по программе преобразятся 1074 двора. Общий бюджет – 8 миллиардов рублей. Вот этот огромный двор на улице Декабристов, которому принадлежат сразу 4 дома, почувствует обновление уже этим летом, а точнее в июне. Здесь появится современная детская площадка с качественным покрытием, дорожки, зоны отдыха
отдыха, но главное условие жителей – это сохранить своих любимцев, а точнее вот эти тополя, с которыми они прожили уже не один десяток лет. В каждом дворе за 3 дня до ремонта установят паспорт объекта с итоговой схемой благоустройства, а ход работ под личный контроль возьмут татарстанцы. Наталья Мизина, Адель Миндубаев, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Река отрезала жителей Верхнего Услона от города. После отмены прямых автобусных рейсов людям предлагают добираться домой через Иннополис. Решится ли проблема? Читайте в интернет-газете «Реальное время». Президент Рустам Минниханов сегодня встретился с заместителем директора Росгвардии Сергеем Лебедевым. Они обсудили вопросы взаимодействия по обеспечению правопорядка и безопасности в республике, укрепления материально-технической базы Росгвардии по Татарстану. Провести чемпионат мира по волейболу на высоком уровне – главная задача, отметил сегодня президент Татарстана на заседании оргкомитета. Казань примет чемпионат впервые и станет одним из 6 городов, где пройдут матчи. Рассматриваются 2 площадки – баскет-холл и центр волейбола Санкт-Петербург. В столице Татарстана пройдут 6 игр группового этапа соревнований. Матчи пройдут со 2 по 4 сентября. Участниками станут 24 национальные мужские сборные. Заседание оргкомитета сегодня прошло в режиме видеоконференции. В ней принял участие министр спорта России Олег Матыцин и генеральный директор по организации чемпионата Роман Станиславов. В настоящий день в республике сформирована команда профессионалов, создана хорошая городская спортивная инфраструктура, имеются все необходимые ресурсы для организации матчей на самом высоком уровне. Сегодня день рождения регби. Игру придумали в 1823 году на поле колледжа английского города Рагби. В республике этот вид спорта имеет давние традиции. В 1967 году был создан казанский клуб «Стрела». Сейчас наши регбисты готовятся выступить в плей-офф российской премьер-лиги. 16 апреля в четвертьфинале «Стрела» встретится с красноярским «Енисеем». Для казанского клуба это первый сезон высшей лиги страны. По итогам регулярного чемпионата команда заняла 6-е место. Как сегодня заявил руководство Минспорта и тренеры клуба, шансы на выход в следующую стадию турнира высокие. Удалось собрать сильный состав. Сразу 13 игроков «Стрелы» вызвались в этом сезоне в основную и молодежную сборную России. Команда играет, команда сегодня является одним из лидеров регулярного чемпионата, но мы всегда хотим, чтобы мы были не одним из, а лидером. Мы со своей стороны будем стараться оправдать возложенные на нас надежды. Да, на игры с Енисеем будем выходить, однозначно играть, стараться выиграть. Сегодня на Казан-Экспо завершается последнее приготовление к российскому венчурному форуму. Завтра здесь соберутся около 3000 участников. Масштабное событие с участием российских и зарубежных гостей должно было состояться еще в прошлом году, однако из-за пандемии его отложили. Какие стартапы сейчас готовятся представить инвесторам, узнал Дмитрий Аренин. Уже со входа на выставочную площадку форума становится понятно, что предстоит масштабные события. Как мы видим, сегодня завершаются последние приготовления. Будут оборудованы 500 стендов, где российские и зарубежные компании презентуют инвесторам свои стартапы. Для этого будет использоваться мультимедийное оборудование и представлены наглядные образцы продукции. Так казанские бизнесмены хотят найти инвестора, который вложит 200 миллионов рублей в строительство завода по производству малотоннажной химии. Что нужно сделать, чтобы заинтересовать инвестора? Наверное, показать значимость продукта, подготовленность продукта, возврат кредита, возможно, и получение прибыли. Как отмечают эксперты, сейчас наиболее быстро находят отклик у инвесторов и развиваются стартапы, связанные с медициной. Все социально ориентированные проекты сейчас такой, извините за сленг, хайп на это. И все, что касается медицины, безусловно, я думаю, что будет выстреливать. На форуме ожидаются около 3000 гостей. В числе участников заявлены Рустам Минниханов, министр экономического развития страны Максим Решетников, председатель фонда Сколково Аркадий Дворкович, известный бизнесмен Рубен Варданян. Форум в этом году будет традиционно состоять из конгрессного и экспозиционного блоков. В рамках конгрессного блока видными российскими и международными экспертами в области венчурного бизнеса обозначаются тренды развития, обсуждаются проблемы венчурной отрасли, которые существуют сегодня в России, а также пути их возможного решения. На форуме также состоится серия мастер-классов и круглых столов. Ряд участников к обсуждению присоединятся по видеосвязи. Дмитрий Арин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань.
Продолжается прием документов для участия в предварительном голосовании «Единой России». Сегодня на праймерис заявилась региональный координатор татарстанских волонтеров-медиков Анна Макарова. Предварительное голосование пройдет во всех регионах страны с 24 по 30 мая. По итогам партия сформирует список кандидатов для участия в осенних выборах в Госдуму. Я считаю, что если я буду в качестве депутата, то наши возможности расширятся, и мы сможем вовлекать в наше движение как можно больше добровольцев и тем самым помогать в практической сфере здравоохранения. В Казани впервые прошел День прозрачной благотворительности. Сегодня в Общественной палате собрались руководители благотворительных фондов и некоммерческих организаций. Главной темой для обсуждения стало устранение преграды между теми, кто хочет помогать, и кому эта помощь необходима. Такие же мероприятия в онлайн и офлайн форматах прошли более чем в 10 регионах страны. Флешмоб будет проходить до 9 апреля, и принять в нем участие могут все желающие. Сегодня, я думаю, что очень многие могли убедиться в том, как же интересно, как пошагово о каждом полученном рубле отчитываются благотворительные фонды и НКО республики. Это же еще возможность для фондов, рассказывая о своей работе, привлекать новых сторонников в работу этих фондов. Белые цветы расцвели на сцене казанского ТЮЗа для врачей. Сегодня здесь прошел благотворительный показ спектакля «Белые цветы. Отражение». Такой подарок партия «Единая Россия» преподнесла для 150 врачей и 16 волонтеров-медиков, которые сейчас на передовой в борьбе с ковид. Героев лично поблагодарил Фарид Мухаммедшин. Он вручил благодарственные письма авторам. Пьесы стал заслуженный врач России, руководитель Казанского ревматологического центра 7-й горбольницы Равия Мухина. Выход спектакля приурочен к 110-летию со дня рождения Абдрахмана Абсалямова. Постановку на казанской сцене авторы посвятили профессору Раисе Абдрахмановой, которая была 50 лет, служила людям и науке. Она стала прообразом Гульшахиды, героини произведения. Вообще эта пьеса посвящается всем, кто носит белый халат, санитаркам, медсестрам, врачам, то есть тем, кто верен своей клятве помочь пациенту. Возможности республики построить новые антиковидные больницы, ряд других мер принять позволили. И я думаю, такое внимание отныне на таком уровне надо будет удержать. Мы познали цену врачей, мы познали вашу работу, ее ценность. Я думаю, вам за это особый низкий поклон. В Татарстане 44 врача начали курс постковидной реабилитации в лучших санаториях республики. Речь идет о тех медиках, которым 65+, и они весь прошлый год помогали стационарным врачам. Это медсестры, врачи общей практики, фельдшеры. В основном они ездили на дом к пациентам и сами переболели. Партия «Единая Россия» запустила акцию «Спасибо, доктор» и бесплатно направляет медиков в санатории. Врачи уже заселились в Ижминводы, Жемчужину, Ливадию, Бакирова. Директор санатория встречает вас. Спасибо. В санаторий Ижминводы Марьям Карамова приехала впервые. Она уже полвека работает в 5-й детской больнице Челнов. Ей сейчас 72 года. Она не подбоялась пандемии и весь год лечила малышей. Сама перенесла ковид, теперь реабилитация. Отлично встретили, очень хорошо приняли. В дальнейшем надеюсь, что я выздоровлю и все будет у меня хорошо улыбиться. Не перестала принимать пациентов в период пандемии медсестра Хануза Сайфетдинова. Она 47 лет трудится в больнице Мамадыша. Переболела в начале коронавируса. Спасибо им большое, что поддерживали нас, чтобы лечились. В санаториях оценивают состояние здоровья медиков и назначают им необходимые процедуры. Дыхательная программа. Это у нас телекамеры, углекислая ванная. И некоторым частичной грязевой аппликации мы дали, мацисту, успокоительные ванны, жемчужины, хвойные ванны и некоторые физиоэлектролечения. Еще 4 медика заселились в санаторий Бакирова Лениногорского района, а терапевт-кардиолог Наиля Валиева из Бавлов трудилась в красной зоне. В период пандемии 65-летнему врачу приходилось работать и днем, и ночью. Эпидемия только еще началась. Видимо, я настолько человек уязвим, я же уж человек пожилой. Я одна из первых заболела.
Болела я так не особо тяжело, но как-то очень неприятно. Мне массаж очень нравится. Ее коллега из Ютазинского района, 67-летняя Рузалия Хафизова, участковая детская медсестра, в красной зоне не работала, но, контактируя с больными, перенесла ковид. Слабость не покидает ее до сих пор. И путевка в санаторий, признается, была как раз кстати. Назвали это название санаториев. Я просто сама выбрала Бакирова. В этой акции принимают участие 44 медицинских работника старше 65 лет, которые не получили никаких выплат. И из 17 муниципальных районов Республики Татарстан участвуют в этой акции 5 санаториев. Бесплатная путевка рассчитана на неделю. Все по благотворительной акции «Спасибо, доктор» от «Единой России». Депутаты Госсовета перечислили свой однодневный заработок в специальный фонд. Нафиса Минязова, Ильшат Аюпов, Наталья Лакомкина и Рамиль Закиев, ТНВ, Менделеевский, Лениногорский районы. На этом завершается наш выпуск. Всего вам доброго и до встречи. Я мордовскую речь, как цветущего детства поляну, в своем сердце беречь, до последнего дня не устану. Людмила Татьяничева. Санатории Татнефти – это уникальное сочетание профессиональной медицинской помощи в сфере реабилитации с высоким уровнем комфорта и абсолютной безопасности. Также у нас проходит медицинская реабилитация пациентов с нарушением центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Санатории Татнефти. Здоровье ближе, чем вы думаете. Только в апреле в «Лада Канавто» на Минской 1 купить новый автомобиль вы можете с ощутимой выгодой до 30 тысяч рублей. Если «Лада», то Канавто. Звони и узнавай подробности. 512 12 12. И вы скажете: я вижу. Лазерная коррекция зрения LASIK 14 900 рублей. Фемто LASIK 48 тысяч рублей. Клиника «Третий глаз». Все, что хочу, это Nissan за 980 тысяч. Все, что хочу, резину в подарок. Подробности 4 пятерки 3 единицы. Новая весенняя коллекция в ТЦ Проспект. Стильные пальто и легкие куртки. Обувь и модные сумки ждут вас по адресу проспект Победы 50А. Пусть жизнь заиграет яркими красками. Поздравляем наших победителей в дисциплине «Экономные покупки». Продсклад «Победа» – выбор бережливых людей. Совершай покупки и получай выгоду. Срочно нужны деньги? Мы поможем. Специальные условия для пенсионеров. Оформите заявку в офисе вашего города или на сайте centrofinance.ru. Телефон 8 800 777 37 37. Ноги прочь! Мы же все пропустим! Куда ты нас тащишь? Теперь у нас и здесь телевизор. Подключите второй телевизор по минимальной цене и смотрите те же каналы, что и на первом. Рекомендация опытных телезрителей. Смотри, не переплачивай. Данила Мастер. Памятник за 7 дней. 202 38 32. Чтобы в доме было чисто, наведем порядок быстро. В находке порошок стиральный Ариэль 5 килограмм 700 граммов 449 рублей. Паста зубная Аквафреш 59 рублей. Срок акции по 11 апреля 2021 года. Подробности у продавцов. В студии София Егорова. Здравствуйте! Спешим поделиться радостными вестями о погоде. Об этом после полезной информации. Не откладывайте заказ вашей новой кухни. Закажите ее в рассрочку в Данил Мастер. Только до конца апреля доставка, подъемная установка бесплатно. 3D-проект кухни в день обращения. Звоните 2-167-166. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Угульме, Бавлах и Азнакаево столбики термометров взметнутся вверх и станет заметно теплее. Все так же без осадков. Ожидается усиление ветра в Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге. Но без осадков и очень тепло. Плюс 9-10 градусов. В Агрызе, Менделеевске, Актаныши переменная облачность. Осадки маловероятны. Плюс 10. Жителям Арска, Кукмара и Балтасей можно будет обойтись без зонтов. Небо в облаках, но не в дождевых. Станет теплее. Плюс 8-9 градусов днем. Сухо в Болгаре, Дрожжином и Буинске. Днем до плюс 13.
В Альметьевске, Чистополе, Мамадыше комфортная погода, несмотря на ветренность. Плюс 9-10 градусов на термометрах. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 39 тысяч операций. В «Доктор Ост» обращаются с самыми тяжелыми заболеваниями позвоночника и суставов. Более 70 тысяч пациентов нам удалось спасти от необходимости проводить операцию и ставить протез. Приходите в «Доктор Ост». Убедитесь, что вернуться к жизни без боли – это просто. Вздувшиеся вены, отеки, тяжесть в ногах – это признак варикоза. Образование тромбов – его грозное осложнение. Но решение есть. В клинике варикоза нет на Достоевского акция. Консультация флеболога и УЗИ вен со скидкой 50%. 212 20 40. Лечим варикоз быстро, без боли, без операции. Клиника лазерной хирургии «Варикоза нет» на Достоевского 40 в Казани. В Казани облачная, с прояснениями погода сохраняется. Все так же без осадков. Ночью около 3 тепла, а днем потеплеет до плюс 11. Ветер юго-восточный усилится. Атмосферное давление в пределах нормы. 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 79%. Магнитное поле Земли спокойное. На этом наш выпуск завершен. До свидания.